Добрый вечер, здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В 4 утра в многоквартирном доме города Нерюнгри по улице Ленина 25/1 вспыхнул пожар. По вызову номер 1 по адресу выехали подразделения Нерюнгринского спасательного гарнизона. По прибытии к месту вызова пожарными была произведена разведка на наличие людей, в ходе которого был обнаружен пострадавший. Собственник квартиры, ведущий, по словам соседей, асоциальный образ жизни и регулярно распивающий спиртные напитки. Постоянно распивал спиртные напитки. Предположительная причина – использование открытого огня для разогрева пищи, так как данная квартира была отключена от электроснабжения за неуплату. Пожар произошел в кухне на остеклении балкона. Площадь пожара составила 16 квадратных метров, пострадала частично кухня, частично балкон. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, по личному составу замечаний нет. Пострадавший доставлен в реанимационное отделение. Тем временем Банк России предупреждает о том, что с начала года на Дальнем Востоке выявлено около 400 фальшивых банкнот. Чаще всего встречаются деньги крупного номинала, в том числе новые купюры по 2000 рублей. По Якутии таких купюр обнаружено 22 штуки, большинство купюры номиналом в 5000. Однако количество выявленных фальшивок в целом падает. Это связано с усилением защиты, однако гражданам стоит быть бдительными. В столице республики сотрудники Росгвардии разбудили водителя, который спал в машине у гаражей, а он оказался наркоманом. Росгвардейцы разбудили мужчину, тот занервничал и не смог внятно ответить ни на один вопрос. Они вызвали сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков Северо-Восточного линейного управления МВД на транспорте, говорится в сообщении. У 36-летнего жителя Якутска обнаружили и изъяли 2 пакета с веществом растительного происхождения. В одном пакете находилась марихуана весом 153 грамма. Вес второго пакета составил 407 граммов. Иск окружной администрации Якутска к китайской фирме ООО «Джода» будет рассматриваться 10 января следующего года, поскольку ответчик просто не явился на заседание суда. Об этом сообщили в арбитражном суде республики. Сегодня состоялось судебное заседание по делу о взыскании солидарных ответчиков инвестиционной компании «Джода» и инвестиционной компании «Экотехнологии строительства «Джода» в пользу окружной администрации города Якутска суммы причиненных убытков в размере свыше 178 миллионов рублей. Ответчики, однако, не явились в судебное заседание. Истец устно заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с неявкой ответчиков и невозможностью узнать их позицию по спору. Суд попросил истца пояснить, кому именно из ответчиков он предъявляет свои требования. Если это солидарные ответчики, то изложить основания солидарной ответственности. Судебное разбирательство было отложено на 10 января 2019 года. Тем временем у соседей по Дальнему Востоку в Камчатском крае заведено дело на депутата законодательного собрания. Следственный комитет опубликовал видео, как народный избранник, прикрываясь депутатским мандатом, нападает на конкурентов своего заказчика, от которого должен был получить взятку в 10 миллионов рублей. Взятку он получил от генерального директора недродобывающего предприятия и должен был обеспечить бесперебойную работу заказчика, а также общее покровительство их производственной деятельности, устраняя различные административные и хозяйственные проблемы и барьеры. В квартире депутата произведен обыск, в ходе которого изъята крупная сумма денежных средств в рублях и иностранной валюте. Расследование продолжается. Вот, показываю. Было обработано специальным составом, который при взаимодействии с руками, он также остается на руках. Цвет. Вот здесь, где Это у было меня соприкосновение. Да не было. То есть в природе это вещество не встречается нигде, то есть нигде специально нельзя было запачкаться. Я документы брал. 14, 15, 16, 17, 18. В международной повестке спасатели в Марселе нашли останки 6-го человека, погибшего в результате обрушения 2 жилых домов в понедельник. Власти объявили о предстоящей инспекции всех зданий в бедном районе города, где произошла трагедия, рассказывает Сергей Берец.
Тела еще 2 человек извлечены в среду из-под обломков жилых домов, обрушившихся в начале недели в одном из бедных районов Марселя. Таким образом, число погибших выросло до 6. Сколько именно людей, 6, 8 или 10, было в зданиях, точно неизвестно. Спасатели продолжают просеивать строительный мусор в надежде найти еще кого-нибудь, возможно, даже живым. В операции принимают участие и специально обученные собаки. Трагедия вызвала гнев местных жителей. Они обвиняют власти в пренебрежении нуждами малоимущих граждан. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер распорядился провести проверку всех домов в районе, чтобы определить степень их сохранности и пригодности для жилья. В понедельник 2 здания буквально рассыпались в прах, 3 обрушилось частично. Только одно из них было заселено, остальные стояли заколоченными, но их часто использовали для ночлега бродяги. Причиной обрушения специалисты считают проливные дожди и сильный ветер. А Дональд Трамп уволил генерального прокурора Соединенных Штатов Джеффа Сэшенса, который неоднократно критиковал за решение самоустраниться от расследования предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Это произошло спустя всего сутки после того, как демократы вернули себе контроль над Нижней палатой Конгресса, рассказывает Артем Сторонов. Бывший генеральный прокурор Соединенных Штатов в среду попрощался с коллегами и покинул здание Министерства юстиции. Ранее в письме Дональду Трампу 71-летний Джефф Сэшенс заявил, что подает в отставку по его просьбе. Увольнение генпрокурора произошло всего сутки спустя после промежуточных выборов, на которых демократы вернули себе контроль над Палатой представителей, а республиканцы укрепили свои позиции в Сенате. Президент США после этого пообещал противостоять любым попыткам Конгресса начать расследование в отношении членов его администрации. Джефф Сэшенс поддерживал Дональда Трампа в ходе его избирательной кампании, однако затем впал в немилость у президента из-за решения самоустраниться от расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы, проводимого специальным прокурором Робертом Мюллером. Временно исполняющим обязанности назначен глава аппарата Минюста Мэтью Уитакер, который неоднократно критиковал расследование Мюллера. Кто станет новым генпрокурором США, Дональд Трамп пообещал объявить позже. На этом пока все. И берегите себя.